Вечер. Витаю всех. Сегодня у нас 20 июля 2024 года. Платформа открытого диалога, 57-й стрим информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия на русском языке. С нами снова сопредседатель Президиума правительства Аят Идигов, сопредседатель Алла Дудаева, она у нас в телеграм-канале сейчас, и посол Чеченской Республики Ичкерия в Германии Муса Буматгириев. Я, друзья, вас всех приветствую. Напоминаю вам, все, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в России, не пишите комментарии, не ставьте лайки и заботьтесь о своей безопасности. Все остальные пишите комментарии, задавайте вопросы. Вы можете их задавать в чате у нас здесь, и я буду на них зачитывать, и Аят или Алла или Муса будут на них отвечать, кому вы будете их адресовать. Аят, Машвойль, всех приветствую. Маршал Дал, добрый вечер всем нашим друзьям, подписчикам и кто нас слушает. Как правило, мы эти дни ведем, задачи для того, чтобы разъяснить ситуацию, которая есть в мире. Аслан сказал, сегодня главный вопрос, это вопрос, который мы все ожидаем, решение вопроса, кто станет президентом Соединенных Штатов Америки. Очень сильно разыгрывается вот эта кампания сегодня Трампа, что он может стать президентом, но есть разговор, что вот это вот покушение, оно сыграло очень большую роль. И надеюсь, что кандидат президента Трамп уйдет войну. Но такие вещи, конечно, политики заявляют, когда они нападают, в общем, за какое-то там время, короткое, день, может остановить войну. Мы должны задуматься над тем, ну как он может остановить войну, которая настолько ожесточенно идет уже 2 года, и такую несправедливую войну, которую именно развязал Кремль, и войну, которую просто не война это, а это экспансия этой новой империи на постсоветском пространстве, развернутая с декабря месяца 1994 года нападением на нашу республику, суверенную и независимую республику, которая была создана в рамках международного права. Мы должны здесь задуматься над тем, насколько это реально то, что говорит, скажем, тот или иной кандидат, настолько будет из них полезен для общего мира и стабильности. Мы с вами говорим, когда думаем о том, что будет, скажем, чеченским народом, Чеченской республику, которую мы создали в современном международном праве, в рамках современного международного права. Как нам быть, на кого ориентироваться? Хотя мы сейчас не можем как-то влиять на выборы в Америке, но, по крайней мере, свое мнение сказать и высказать это искренне, чтобы потом ты сам себя, как говорят, уважал, надо. Но в то же время мы додумаем о том, что нам делать, как нам быть. И не можем определиться, как не может, конечно, сегодня определиться и Украина. Я так думаю, многие думают, наверное, у одних есть желание, чтобы Трамп выиграл, другие говорят, нам все равно, Трамп или Байден, потому что Байден тоже делает, как-то что-то не доделывают они, и что он там как бы, значит, постарел совсем. Мне кажется, это совсем неудобная
неприличная вот эта трактовка «постарел» и все такое. Да, люди стареют, люди, значит, теряют ориентацию, там, политики плохо, слабее работают. Но есть люди, которые имеют огромный опыт, и которые, вокруг которой есть команда. Если есть команда и есть опыт, то это тоже очень важно. Знаете, вот это настолько важно, что оно будет в конечном итоге полезно, я так думаю, полезно и всему народу, и, может быть, всему миру. Вот то, что вот мы видим. Но что может произойти, мы не знаем, но, по крайней мере, я так полагаю, что вот решение о том, что вот Трамп говорит, я вот это сделаю, я это сделаю. Мне хотелось бы верить, что это так, но мне трудно в это поверить. И я скажу, что Трамп уже был как-то вот президентом, и он такие, ну, ходы делал, которые были очень полезны кое-кому, а кое-кому они были и неприятны. В самой Америке против него чуть ли не вся Америка выступала, недовольна были. Но посмотрим, что будет. Здесь мы посмотрим. Мы желаем американскому народу, чтобы он сделал правильный выбор, и чтобы этот выбор был на пользу Америки, и чтобы он был на пользу остальному миру. Надеюсь, что если президентом станет Трамп, он эту свою новую так, каденцию сделает более, будучи более опытным, он более лучше будет ориентироваться в политике, которую необходимо проводить в мире. Я на это надеюсь, я за себя говорю, надеюсь, и вы тоже думаете об этом. Но что происходит в Украине, мы знаем. Каждый день вот идут эти обстрелы, снова убивают людей, расстреливают. Ну, просто идет убийство народа. Вот мы когда говорим вот за чеченский народ, когда мы сравним это, некоторым людям, мне кажется, вот мне даже говорили, ну что вы сравниваете? Да, можно не сравнивать, действительно, мы не хотим сравнивать, мы не жалуемся, но мы говорим, что мы имеем этот опыт. Представьте себе, от 1 миллиона человек, людей, просто всех людей, старых, молодых и других, убили почти 250 тысяч человек. Но некоторые говорят там, что это было не 200, а 300, каждый раз добавляют. Но я не знаю, откуда это. Но я еще, будучи председателем парламента первого, тогда мы подсчитывали, сколько примерно людей убито было за Первую войну, и эта цифра тогда была 125 тысяч примерно. Вторая война, она была более жестокая, она была направлена уже не против, как бы, значит, террористов, бандитов, как они называли нас, исламских фундаменталистов, а уже было направлено людей от, как они говорят, от 10 до 65 лет всех уничтожать. И она была более жестокой, мы примерно увеличиваем в 2 раза. Мы знаем, что люди убили. Нет семьи чеченской, где люди не погибли. Нет семьи. Представьте себе, каждый 4-й человек убит. И то же самое сейчас происходит в Украине. Дай Бог, чтобы не было этого в Украине. Дай Бог, чтобы мы могли вместе вот правильно сделать вывод. И мне кажется, вот в этой ситуации, которая сейчас складывается у нас, очень важно было бы вот объединиться всем странам, которые вышли из Советского Союза, которые прервали Советский Союз, сколько стран, республик, которые объединиться, даже люди, которые находятся в самой России, которые понимают, нам надо объединиться, чтобы эта империя, она вновь не села нам на голову и потом снова не начала действовать, идя на Европу. Мы знаем, что они хотят делать. Вот такая ситуация. Но и здесь еще вопросы, которые можно говорить о том, что вот были здесь разные, значит, ну, вы помните, наверное, вот некоторые вот корреспонденты там допрашивали там пленных из Чечни, которые пришли воевать, почему они пришли. Вокруг этого были разговоры. Ну и мы свое мнение в этом плане сказали, мы сделали специальное заявление от президиума, что мы считаем, что эта ситуация такая, что мы не должны говорить то или иное, мы должны сегодня объединиться
против общего врага. А те, кто идут воевать, скажем, на Украину, в Украину, так они говорят, там, в Украину против украинского народа и его государства, они сами подрубают, как говорится, стул, на котором мы сами сидим. Чеченский народ они пытаются вот так вот поддавить, уничтожить, и это их задача. Они хотят развалить вообще вот эту всю систему, демократическую систему в мире, и демократическая система, и диктаторская система сегодня идет вот это противостояние, и мы за то, чтобы демократическая система Запада, при всех ее недостатках, которые многие говорят, она чтобы победила, потому что эта система утверждает, что народ именно избирает власть в этих странах, народ диктует, и народ может, значит, снять. Это важный момент. Как видите, вот как это в Америке, в других странах, а где вот в этих странах, скажем, диктаторских, там таких вещей, чтобы как-то могла, значит, масса людей или народ повлиять, этого нет. Поэтому борьба идет между диктаторством стран и демократическими. Ну, давайте я на этом закончу. Если есть, пусть другие скажут, потом я тоже дополню. Будут вопросы, будем отвечать. Баркалает. Если кто-то хочет выступить из наших спикеров, можете выступить. Если нет, я зачитаю. Аслан. Да, Муса, Машуэль. В первую очередь Али, дай. Пожалуйста. Шабана. Микрофоны включены. Вам самим нужно включить микрофон. И если Алла захочет, можешь говорить. Я могу ответить на ваши вопросы. Хорошо. Машуэль, Алла, добрый день, добрый вечер. Ну, тогда я зачитаю вопрос, и кто-нибудь из вас на выбор. Давайте. Лиза Тайсуева задает вопрос. Как вы думаете, если Дональд Трамп станет президентом США, как это отразится на войне в Украине? Кто? Алла, вы или... Давайте, Алла, вы ответьте. А я вроде бы, в принципе, уже на него ответил вначале. Ну, Дональд Трамп, он республиканец, он принадлежит к республиканской партии. В свое время он себя показал не лучшим образом по отношению к нашему народу, к чеченскому и другим. Но сейчас, после покушения, идут слухи, якобы это покушение дело рук Путина, ну, только было задето ухо, погиб один человек, один был ранен. Ну, говорят, что это Путин, но получается, что он на стороне России. Но с другой стороны, Байден, он много сделал хорошее для Украины, то есть для чеченского народа. Он обещал передать $2 миллиарда украинскому правительству, помогают вооружением. Ну, все страны помогают вооружением Украины, в отличие от времен, когда были две русско-чеченские войны. Когда все как одна страны Запада заявляли о невмешательстве во внутреннее дело России. Сейчас весь мир на стороне Украины. И хотя ракеты бьют очень точно, по-моему, вчера или позавчера одна из ракет попала в Киеве, в детскую больницу, погибли дети. И, по-моему, 57 человек погибло, из них 10 детей. Я выражаю свое соболезнование украинскому народу. Война продолжается, и чьи интересы эта война преследует? Конечно, интерес Путина, интерес России прежде всего. Не заинтересованы. В общем, сейчас происходят такие события, которые трудно предсказать будущее. Но будем надеяться, что раз весь мир помогает Украине, весь мир,
отличие от нас. В 1996 году, когда Россия бомбила наш Грозный, превратила его в развалины, когда была сожжена вся чеченская земля, когда у русских были бронетранспортеры, танки, танков было особенно много. И все средства массового вооружения, даже двухтонные бомбы падали на президентский дворец. Тогда чеченский народ, имея только автоматы, гранатометы, смог одержать победу над огромной Российской империей. Эта победа в 1996 году, 6 августа, удивила весь мир. И до сих пор люди, когда вспоминают, то удивляются. Поэтому я верю в то, что украинский народ победит. Потому что чеченцев было меньше миллиона, а тут 43 тысячи. 43 миллиона, даже немного больше Украины. И территория огромная. По сравнению с маленькой Ичкерией, которая составляла только 130 на 170 квадратных километров по периметру. В общем, будем надеяться на лучшее. Я уверена, что Украина победит. И, конечно, это последняя империя российская развалится. Потому что век империи давно прошел. Вся империя ушли в историю, кроме Российской империи. Так что нас ждет светлое будущее, и всех, кто переживает и болеет за Украину, за чеченский народ, за все колониальные народы Российской империи. Будем надеяться. Всего вам самого доброго и удачи. Я все сказала. Спасибо, спасибо, Алла. Аят, а вы как думаете вот, по поводу ситуации, что может измениться в Украине, если, вот, например, сегодня, или когда там вчера, позавчера разговаривали с Зеленским, его спрашивают, изменится ли ситуация, если будет Трамп президентом. Он говорит, а за чей счет, так сказать, банкет будет? За чей счет будем уступать или не будем уступать? Как вы думаете, Аят, в этом плане? Я уже сказал об этом. Алла тоже свое мнение сказала. Думаю, что здесь мы не можем с вами, что там думаю, не думаю. Но хотелось бы, чтобы, если Трамп придет в власть, чтобы эту политику, которую он говорит, что за 1 день или 2 дня, чтобы он изложил всем, что он собирается делать конкретно. Ну, он говорит, я приду и сделаю там, или там это. Но в остальном мире никто не может сказать, что он хочет делать. Может, он хочет сказать там, шепнуть на ухо Путину, сказать «стой», или сказать этому Зеленскому «стой», а это же не повлияет на украинский народ, это не повлияет на оборону украинцев, они не перестанут воевать в любом случае. То есть, как это может в мире отразиться, что из этого будет, поэтому какой-то ясности нет. Вот заместитель, который есть у Трампа, которого вот он послал молодой человек, тот вообще какой-то агрессивный, на мой взгляд. Хотя говорят, что он толковый парень, но все равно какой-то агрессивный. И говорит, что мне дела нет ни до чего. По-моему, у него дела нет до ничего, потому что он далеко не хочет думать. Понимаете? То есть вокруг только одной Америки из Штатов подумать, что продумать, что в какие-то там регионы, штатах где-то надо развивать, чтобы они там были экономически и в политическом плане как бы вовлечены в политику всей общей, скажем, Соединенных Штатов Америки. А дальше что, зачем мы им платим, что мы делаем. Ну, вот такие вот их разговоры мне показались несколько странноватыми. Вот странноватыми. И поэтому мы еще должны услышать, что скажут демократы. Ведь съезд демократов еще не прошел, когда он будет вот сейчас, так, где они будут тоже вот так вот обсуждать все эти вопросы. Хотя они уже сказали, что Трамп свою точку зрения сказал,
А Байден еще будет говорить, насколько я понимаю, и потом будет голосование, а там посмотрим. Но в любом случае мне хотелось бы, чтобы тот или другой, кто бы ни пришел к власти, чтобы они не поменяли политику в защиту Украины. Потому что защита Украины – это защита всей демократии, это защита и других государств Европы, и других. И это защита и Чеченской республики Ичкерия, которая должна быть в соответствии с этими решениями. Если это должно продолжиться, мы должны освободить свою страну, восстановить свою государственность. Мы об этом имеем в виду. А если нет, тогда все эти отщепенцы, все, которые против нашего государства, им только не доедай, только они тут же сразу, значит, радоваться всему. Что будет, я не знаю. Не могу сказать, что будет, но, по крайней мере, такая вот ситуация сложная, а Байден, он более конкретен вот в вопросах. Это, то, что он говорит, в этом более конкретен. Это вот мне так кажется. А вот, Аят, а с чем связано, что вот Трамп не говорит об этом, за 24 часа закончит войну? С чем это? Это такая технология предвыборная? Я думаю, что это связано с тем, что это может как-то его, значит, повлиять на его выборы, которые вот есть выборы, будут же. Он участвует, значит, в выборный процесс, что на это сразу может как-то сказаться на его. Поэтому он не говорит, я это сделаю, и потом как он это будет делать, мы не знаем. Я думаю, это с этим связано. Если бы он открыто прямо говорил бы, я вот потому так-то сделаю, и сделаю это, вот, ну, здесь было мнение, и ты, и другие там говорили, что вот он, мол, сделает так, что цены на нефть упадут, мол, до $10, там, или еще чуть больше, ну, чуть где-то 15, и тогда, значит, все, России уже некуда будет деваться, и все такое. Ну, как они некуда будут деваться? Пускай цена упадет, от него это зависит или нет? Потому что здесь Америка вот так и будет понизить цены. А как она понизит цены, если, допустим, Китай будет полностью в отношении, он будет продавать нефть Китаю, вообще обогатиться за счет нефти, скажем, России. Он же будет продавать за эти цены массово, так? В общем, здесь это такой сложный процесс, который должен был как-то вот более конкретно, значит, обозначить. Не сказано вот сколько уже 2 года это идет, там эти все санкции. А смотрите, и самолеты российские как-то там, значит, говорят, оборудование или что-то такое от Запада. Все, то есть они преодолевают санкции, обманывают какими-то другими путями все это делать. Поэтому мне кажется, если Трамп придет к власти, ну, он должен будет решать и отвечать за свои слова не так, чтобы получилось, что в итоге мы все проиграем, а вот, скажем, и Путин проиграет. Путин проиграет для нас, это хорошо, но если мы все проиграем, которые надеемся сегодня на Америку и на ее, как говорится, линию политическую, так, на это мы надеемся. И он поможет Украине, а это автоматически должно помочь и чеченскому народу, потому что здесь мы знаем, что Украина признала Чеченскую республику Ичкерия, хотя здесь появились разные деятели, которые утверждают, вот это признание, это не признание. Всякий тот, кто говорит, что это не признание, они фактически выступают против нашего государства. Утверждают, что они, мол, за чеченское государство, все такое. Вот я слушал это на днях с кем-то здесь вот с украинским одним корреспондентом разговор, позавчера был. И этот, пряча свои лица, эти вещи говорят. То есть здесь идет вот такая закулисная борьба, в котором, с одной стороны, говорят наши сторонники, они как бы, или украинского народа, а на самом деле они работают против. На самом деле они хотят, чтобы Россия победила, потому что они их, как говорится,
агенты влияния. Они очень хитро вот пытаются вот это вот проникнуть и сделать так, чтобы, значит, обозначить себя нашими сторонниками, скажем, Чеченской Республики, сторонниками Украины и других государств, которые вышли из Советского Союза бывшего. Так что вот такие вот, вот эти процессы, они сегодня нам должны, ну, как-то вот мы не должны быть наивны. Мне кажется, что они могли бы более конкретно высказать свое мнение. И Трамп это должен был сделать в первую очередь. С моей точки зрения, конечно. Я его не обязываю, и мы с вами не можем обязать. Но то, что он говорит, потом как бы не получилось, что для нас это будет гораздо хуже. И украинский народ, он столько уже потерял людей, столько воюет, уже 2 с лишним года, так? И в то же время мы должны понимать, украинский народ не откажется, их и не пойдет на попятую. В этом я уверен. Просто вот мне непонятна эта ситуация. А в целом будем надеяться на то, что Трамп, если он победит, а если победит Байден, так тот уже заложил там основу, которая будет давать возможность сегодня, значит, усилить украинскую армию, другие шаги он предпринимает. Может, не так бы, как нам хотелось, не так, как бы мы думали. Может быть, это очень сложный процесс. Нет, это не так просто. Взял, надо задействован, а у него задействован весь мир должен быть. Это представьте себе, как он может это все как-то завязать, закрутить, когда есть эти целые ряд государств диктаторские в мире. Китай там, ну та же Индия, та же Северная Корея, ну сам понимаете. В общем, вот такая ситуация. Я так думаю. Все, я закончил. Баркал. И знаете, вот сейчас вы про Китай сказали, и вчера во время стрима мы с Ливоном здесь немножко обсудили эту ситуацию. Я сегодня еще немножко покопался, кое-что вспомнил. И я вижу, что Китай проявляет интерес и в Грузии, и в Армении, и у нас на Северном Кавказе, вот в частности во время оккупации Чеченской Республики Ичкерия. И Западу это или неинтересно, уже как бы Кавказ, об этом вчера и Ливан говорил. Как вы думаете, это будет и дальше Китай пытаться, потому что, ну вот вы видите, санкции, автомобили, там запчасти, все это ограничивается, все китайское заводится, постоянно рекламируются китайские автомобили разными блогерами. Даже вот есть блогеры-цеховики, их огромное количество сейчас, они ездят на китайских машинах, я имею в виду кавказские блогеры-цеховики. Потом они ездят в Китай, снимают мечети, потому что про то, что Китай репрессирует мусульманское население, уйгурское, и они опровергают это, показывают, что огромные мечети, древние мечети, люди молятся, там вроде все нормально, никаких проблем. И как вы думаете, Китай имеет интерес, ну и будет ли он на Кавказе? Ну, насчет Китая можно отдельно поговорить. Там я встречался с некоторыми лидерами, так скажем, не политиками, а еще много здесь в Европе, на конференциях там было. Они там рассказывали, что там происходит. На самом деле там ситуация так раскручена, население очень большое, очень большое. Сейчас я не знаю, как, и то, что они там делают, и то, что они возводят, экономически хотят расшириться, они хотят полностью, значит, континент африканский взять себе под контроль, ну, с ними Россия в какой-то степени спорит, там Америка, но они там дешевые товары, все такое. Китай пытается, конечно, и на Кавказ, и они почти чуть ли не весь этот Казахстан, вот у их казахи, которых я знаю, они говорят,
что они почти чуть ли не все скупили в Казахстане. Ну и, естественно, там и Узбекистан, и другие среднеазиатские страны. То есть это идет наступление с той стороны. То есть Путин там, он выдает им разного рода, значит, территории, леса, там, по территории больше, чем наша страна во много раз, где они там пытаются, значит, ну, осесть, как говорится, китайцы. То есть они потихоньку идут, и для них нужно расширение, потому что населения много, и потом они хотят быть первой страной в мире, экономически, в общем, развивается. Но в военном плане они тоже, вы знаете, сейчас расширяют, делают свое вооружение, космос, везде. Китай как бы идет и идет вперед, а здесь вот на тебе, значит, Америка, которая вот кажется нам система власти более приемлемая для нас, потому что для чеченского народа это всегда было. У нас не было каких-нибудь там князей, царей, и мы жили в таком демократическом обществе. Это нам более приемлемо. И в этом смысле Китай, конечно, потихоньку продвигается. И то, что он сейчас делает, мы видим на фоне вот этих столкновений Украина, скажем, Россия, так, и еще, да, в Запад. Вот здесь отсюда Китай пытается извлечь себе политическую и экономическую выгоду. В этом нет сомнения. И поэтому эта война для них, продолжение ее будет полезно вот, для Китая, я так думаю. Я полагаю, что многие об этом уже говорят и говорили. И ну, в любом случае здесь мы можем оказаться в западне, из которой нам не выбраться долгое время. Если сейчас, вот здесь вот в Америке этот вопрос и на Западе не будет конкретно решаться. Это же зависит от этих стран, от западных стран, от американских стран. Это зависит, очень многое зависит. Ну так я полагаю, что вот такая ситуация. Да, конечно, всем нужен Кавказ, и Ирану, и Турции, и России, и Китаю. Вот Да, да. Западу и Европе не нужен он только почему-то. Ливан Кочарава пишет: Асан, с вашего позволения комментарий, а потом вопрос. Уважаемый Ахеда, чтобы был в контексте. Да, Ливан, я думал, уже вопрос и комментарий будет. Очень интересно бывают ваши вопросы. Давайте. Так. Здесь, ну, в контексте Китая тогда немножко добавлю. Вот Ичкери Люэр говорит, китайцы давно под видом туристов ходят в Чечне. Китай на государственном уровне с Россией поставляет медицинское оборудование в Украину как помощь русским военным. Разные медицинские жгуты и разные и так далее. Да, и уже американцы прямо сказали, что Китай помогает России в войне против Украины. Об этом уже было заявлено официально. Да, это было. Да. Да. Ну, понятно, это же они, я же говорю, вот то же самое, что они пытаются, им выгодно сейчас. Они могут сбывать свой товар, продукт, машина, то все. Вся Россия теперь одними только китайскими продуктами и техникой заполняется, так? То есть это видно, это по интернету, по телевидению, везде пишут об этом, что происходит. Мы знаем от людей, которые есть. Да, это, конечно, одно время было на территории нашей республики, еще я помню, это 80-е годы, если я не ошибаюсь, там у нас было очень много китайцев тогда. И помню, вот Советский Союз принял какое-то решение, и чуть ли не в 1 или 2 дня их всех выселили. Вот такой момент был, что я был школьником, по-моему, тогда. И вот такой момент я помню. Они везде, вот китайцы, их много, они, ну, где только их не бывает, почему. И, конечно, со своей правительством,
государством, они, будучи в любой стране, обязательно связаны со своими, значит, корнями китайцев. Ну, это как и все делают, но они широко так вот развиваются. Сейчас вот скажу вам, где-то 2000 год, 2001 год, да, вот целая команда, вот, настоящая, Эстонии, где вот балтийские страны, они приезжали в одну страну, то есть все руководство Китая, все руководство, их специальный комитет, их там министров, целая команда, человек от 50 или 70 человек, они по всему миру изучали ситуацию. Я помню еще вот некоторые литовцы, они еще смеялись, вот китайцы там были, все руководство Китая. И после этого, вот как они, вот это все, посмотрите, как они развернули ситуацию в свою пользу. Это, они начали смотреть, что они не просто там сидели, а все руководство делает так вот. Передвигался на другую сторону, там проведут, все мне изучало. И вот так вот они вот такой себе избрали полукатолический, скажем, коммунизм. Вот так. Избрали себе и очень начинают с учетом своих там исторических и политических интересов, они вот так вот начинают, пытаются чуть ли не весь Восток под себя поднять. И конечно, и Африку, и Азию, это несомненно, они пытаются это делать. Мы с вами это знаем. Так что вот так мне кажется. Да, знаете, я еще слышал такую информацию, она как бы особо не афишировалась, что у нас вроде бы там залежи урана есть. И Иран очень проявляет интерес к вот этому урану. И даже, может быть, и Китай. Давно я слышал, что эти иранцы хотели бы заполучить там добычу. И, может быть, и Китай хочет залежи полезным ископаемым добраться. Может быть такое? Нет, здесь, конечно, несомненно, это так. Но уран, он очень на Дальнем Востоке, в Якутии, в тех местах он наиболее, как говорится, в большом количестве есть. И туда, я думаю, они уже имеют свой, это, как говорится, рукав, куда они могут. И, ну, конечно, если у нас это в таком духе есть залежь урана или то, у нас, конечно, есть полезные ископаемые, это несомненно, но несмотря на это, наверное, не концентрировано именно нашего. Они вообще полагают весь Кавказ под себя, конечно, взять. Да. Они же хотят вот этот великий шелковый путь, который шел через Кавказ, его там продвинут. Это все связано не только политически, то есть экономические выгоды взять, но еще потом политически вот это все закрепить на перспективу. Вот что там заложено во всем этом. Я так думаю. Далеко идущие планы, короче, по-китайски. Да. Да, поэтому здесь вот Запад должен понимать это. Может быть, этот вице-президент, который может стать вместе с Байденом, тоже вот нужно ему думать об этих вещах. И тогда, может быть, пока то, что они свой электорат вот так вот, который настроен вот на такую линию, их подогревает. Но не похоже, они сами такие, насколько я вижу. Там видно. И в этом же контексте, вот то, что Иран, то, что вот у нас, я знаю, точно знаю, что у нас они религиозное вкрапление в наш суннизм, они пытаются шиизм там через духовное управление мусульман России, они нам вот это там, потому что атеисты все сидят, и такие воинствующие атеисты, и они пытаются нам вот этот шиизм внедрить, как бы сделать такую гибрид суннизма и шиизма, потихонечку внедряя. А вот Иран, насколько вот он заинтересован, как минимум точно, как и соседи, и в уране, который у нас там имеется?
Ну, это религиозные вопросы. Религия всегда использовалась руководителями государства для того, чтобы укрепить свои позиции, чтобы сохранять власть и расширить ее. И в данном случае они тоже этого хотят сделать. А сам вот этот религия шииты, сунниты, это все, это более глубокое имеет, значит, корневые основы. И здесь мы не будем сейчас об этом обсуждать. К нам оно пока еще, хотя они хотят, но не внедриться, потому что нам внедряли и другие течения, говорили, что наши люди неверующие, а чуть ли не еретики. Мы это все помним, поэтому мы должны быть очень осторожны в этом вопросе. Конечно, это одна из форм продвижения своей политики этих стран, и Ирана, и другие там, они смотрят, какая у них там пройдет политика, и в этом направлении действуют. Да, это так. Если христианское государство, они там соответствующие другие там метод придумали. Если мусульмане, там другое, или другие там религии, другое. Так что это в целом это идет борьба, как мы сами понимаем, диктаторских режимов государств против тех, которые хотят свободно в демократических странах жить. Вот что это. Это, видимо, будет продолжаться еще не одно столетие. Надеюсь, что демократия выиграет все же. Надеюсь. Мгм. Будем надеяться, будем надеяться. Так, давайте комментарий сейчас я почитаю. Я хочу добавить насчет Китая. Да, пожалуйста, Алла Дудаева, пожалуйста. Ну, просто, наверное, забыли упомянуть, что Путин продал Байкал Китаю, Мгм. и сейчас там перекачивают через построенный водопровод, и вода из Байкала, а в Байкал, как знаете, впадают, по-моему, 99 рек, только одна Ангара вытекает из Байкала. То есть будет происходить обезвоживание всей Сибири. Так же, как леса вырабатывают, срубаются в тайге в Сибири и Да, выводят огромные фуры эти леса, сотни. То есть вся тайга сибирская уже на юге уже истреблена. Это, конечно, изменит климат планеты, но такое огромное население Китая вынуждено выживать. Они даже не только выращивают помидоры с помощью пестицидов и удобрения, чтобы они остались за 1 месяц. Поэтому и в Чечне те китайцы, которые там поселились, они строят оранжереи, даже и так выращивают, но с помощью пестицидов они очень быстро успевают томаты, но потом эта почва замусорена этими удобрениями искусственными, и на нее потом невозможно выращивать на ней, пока она опять не возродится. То есть происходит уничтожение территорий, что в Сибири. Вот. Кстати, на Алтае 18 озер тоже воду перекачивают в Китай. И, к да, сожалению, такие есть планы, да, тоже есть, я слышал. да, да. Еще в Китае, я помню еще во времена моей юности, так пытались сохранить урожай, истребляя воробьев. Да-да. И, значит, воробьев истребили. Нет, мышей истребляли. Воробьев, Алла. Не, мышей И мышей, наверное. истребили, а потом они закупали воробьев, потому что, короче говоря, Голод наступил у них, да. голод, да. И, Настоящий голод. и даже пошла пословица, что создают трудности, чтобы сами потом их преодолевать. Им пришлось покупать за золото этих воробьев. И воробьев тоже истребили. Да. Ну, в общем, да. А вообще у них в Китае идет, знаете, там люди очень дисциплинированные. И там принцип забивания гвоздей. То есть говорят, что там очень мало людей, которые могут пациенты
ну, что-то изобретать. Они привыкли подчиняться, но изобретателей как таковых у них очень мало, они по всему миру ездят, скупают патенты. И потом эти патенты притворяют в жизнь. Вот. Потому что раньше, допустим, вот, если кто-то поднимал голову, ну, по голове били, как били, то есть не разрешали выделяться. И вот этот принцип прибывания гвоздей, то есть все шляпки на одном уровне, все китайцы. Поэтому не привыкли сами думать, изобретать. Поэтому сейчас на предприятиях, значит, поощряют всячески вот это изобретательство. И каждую пятницу в конце рабочего дня собирают людей, которые там работали на этом предприятии, чтобы они сами рассказали о том изобретении, которое они придумали, что-то усовершенствовали, допустим. Вот. И вот они 3 часа сидят и выслушивают. Каждый встает и то, что он придумал, какое изобретение, какое-то усовершенствование вот на этом производстве. Потом самые лучшие отбирают начальник цеха, потом передают дальше, и, в общем, доходят до начальника всего предприятия. В общем, поощряют изобретательство. Китай. Потом, вот, что еще? Ага, на этих фильмах, там для того, чтобы стресс снять, значит, придумали в цехах ставить, допустим, фигуру этого начальника цеха, с которым недовольны. Каждый китаец может подойти его, ну, в муляж, избить, сорвать свои нервы, поднять настроение. Отлично. Вот еще сейчас не припоминаю. Много читала, сейчас уже забыла. У них и смертная казнь за коррупцию. Да, это я забыла. За смертную казнь за чиновника. Да. Поэтому коррупция там истреблена полностью. Коррупции нет. Вот. Ну, вот жаль, что в Чечне они эту землю вот испоганили этими томатами, этими удобрениями. И еще именно китайцы дают такие продукты искусственные. Показывали даже по телевизору, как они эти, например, яйца могут что-то там смешать, получается яйцо. Или там искусственное, или капусту. Тоже смешают какие-то ингредиенты, потом раз капуста получается, как будто свежая. А на самом деле сплошные химикаты. То есть население огромное, им приходится их кормить, и им приходится придумывать, чем их кормить. Вот. То, что я запомнила из того, что я читала. Да. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Да, Муса? Да. Я урановый, насчет урана скажу. Да, пожалуйста. У нас в Шатое есть село Халкилой. Там есть с 70-го года, там уже дошли уран, 70-е годы. И туда перевезли эти дома, сборные дома. И там был лагерь. Потом что-то они передумали, говорили, что узкоколейку будут делать через оттуда уж до Грозный. Типа такого был разговор. Это одно. Ну, как-то не знаю, почему передумали это. Москва, с Москвы, в общем, приезжали эти экологи, которые уж уран проверяли уж тогда, сколько, где, в каком глубине датчиками ставили, и вот так вот. Это мне старики рассказывали. Потом геофизика у нас была. И геофизики, там все были русские и евреи. Большинство всех начальства было евреи. В этом геофизике. У нас на Кавказе центр был геофизики. И там мой одноклассник закончил техникум, потом закончил институт, и в этой геофизике взяли его. Почему взяли? Мы думали об этом. У него мать была русская. И она врачом, не врачом, а бухгалтером работала в Шатое. Мы и смеялись, что сейчас он умер, в общем. Он мне показал карту.
в этом тоже 70-е годы, которые нашли с Ираном, до Ирана идет не только просто река называли, нефть идет через Кавказские горы подземные. И они как-то с Москвы приехали, как-то быстро в этом шато вышки выставили и бурили. Ну, я сколько помню, кто бурил там, ребят тоже были, в шато были, из других районов было их. Они вообще, говорят, алмаз поломался, и все, и застрял. И дальше не стали бурить. Вот так вот. И много уже, конечно, многие ребята уже с рек, мы были дети, в реках уж берешь, майку снимаешь, закрываешь с одной стороны, и воду берешь, и попадает песок золотой. А потом, когда песок на солнце ставишь, она высыхает, и так тряхнул, и они все выпадали уже. В одно корыто ребята делали. Но я-то видел только, как они. Ну и там в шатое было часовой мастер. И они меня попросили, сосед мой, он был часовой мастер, чтобы проверили это. Он говорит, этот через раствором они проверяют. Говорит, это чистое золото вообще. Да, вот так вот. У нас там вся таблица Менделеева, да, Муса? Да. Потом цемент у нас, гипс у нас очень много, в общем, ископаемых. Но единственное, что нефть у нас тогда, когда уже война была с немцами, Баку снабжал бензином бензином. А Грозный снабжал для самолетов бензином. У нас бензин был самый, чистый. как он называется? Чистый, октановый. Высокооктановый. Название какое-то есть там. И что масло у нас тоже из него делали уж, поэтому чистое было. До самолета, в общем, все только мы снабжали бензин, оказывается. Я книгу читал, поэтому говорю. А азербайджанская нефть, это на танки, на автомашины и так далее были. Бензин, я имею в виду. Вот так. И дизель. А вот этот ураном по сегодняшний день там, в общем, загнили эти дома, в общем. Также осталось еще по сегодняшний день. Я просто верю, Муса. Очень интересно то, что ты говоришь. На самом деле, вся вот эта таблица Менделеева там имеется. Я слышал, что просто очень секретно это все проводится. И Иран, буквально сегодня я смотрел, о чем говорил Блинкен, он сказал, что пару недель и у Ирана будет ядерное оружие, он говорит. И я вспомнил, о чем мне говорили тогда, что очень засекречено, и Иран там его проводит, или для Ирана добывают, или Иран там проводит, заключив какой-то контракт, или пытается заключить. И вот эти вещи, ну, не знаю, почему это допускается в мире, но вот происходит то, что происходит. Уран это камни только, понимаешь? Потом его обрабатывают, потом как его называется у них? Целая система там целая лучше. Обогащает потом. Обогащает, да. Чечня пока информации нет, что там добывает. Может, в другом месте уран добывает, и в другом месте есть. Может быть.
Дагестан есть, Кавказе. Аслан, давайте поговорим про этот вот вопрос, который здесь поднимали, что вот некоторые там на Западе какие-то корреспонденты обращались к украинцам и говорили, что там Украина не признала Чеченскую республику, мы за это, за то-то. Вот это вот важно, что наши люди скажут. Как можно к этому относиться, когда этот, как его Золкин, кажется, да, он сказал даже очень хорошо. Как вы хотите, чтобы у вас по-другому признали? Сегодня страна оккупирована, но мы признали, что это страна, территория которая оккупирована. А если другие страны вас признают, тогда что будет? Вы это понимаете или нет? А этот, который вопрос задавал, там, значит, как-то или не понимал, или специально то, что он говорил, это было то, что как раз-таки нужно Москве, понимаете, вот в пользу Москвы. Что мы можем говорить? И они не хотят, чтобы Украине сказать, что Украина признала Чеченскую республику, что она обратилась по всем странам ООН и международным организациям, странам, чтобы этот вопрос подняли и содействовали чеченскому народу и по деоккупации, освобождению. Этот вопрос был. А здесь вот так вот от нас пытается кто-то там сделать заявление, говорят, мы от имени чеченского народа заявляем, мы там какие-то сяки, мы это делаем, мы являемся, значит, представители умные, такие сяки, мы демократы и все такое. Ну, в общем, вот этот вопрос тоже надо было бы здесь подумать, как вот к этому можно относиться. Является кто-нибудь, знает этих людей, кто эти вопросы здесь, заявления такие делать? Я помню, правда, некоторые были здесь, которые говорили, не надо было это признавать, или говорят, это зачем так рано признали. Но вот это из этого окружения или это другие? Вот что происходит вот в этом вопросе, когда наш народ вот так вот решил проблему создания своего государства, только воевал, все сделал, а здесь вот такие от имени, он же говорит это от имени всех, как вот чеченцев, беженцев, которые, или диаспор, которые находятся на Западе, сказать им, что это не имеет никакого отношения, кто он такой, какие разговоры ведут они, пусть выскажут свое мнение. И вот наши люди, вот здесь я хотел сказать, являются ли нашими, представляют ли они наши интересы или нет? Конечно, нет, вот если меня спросить. Давайте по этому вопросу тоже, Аслан. Давайте. Ну, я вот уже сказал, что эти люди, они вот прячутся за какими-то там своими именами другими, другие голоса делают, не говоря открыто, и вот делают какие-то заявления или от диаспоры, или от имени чеченского народа, как они говорят. Я вынужден сказать, и, допустим, это мнение всех нас, что никто не имеет права вот такие заявления делать. Кто им эти полномочия давал? Конечно, который не понимает, это каждый говорит, что я то заявляет от имени чеченского народа. Этим людям не давал, и они не имеют права это делать и говорить такое. Мы считаем, что это великое дело, то, что сделала Украина, и Рада сама, которая украинская, которая признала 18 октября 2022 года Чеченскую республику как оккупированную территорию и осудила геноцид чеченского народа. А эти хотят принизить вот эту вот линию. А кто это желает принизить? Это желает принизить Кремль. И эти это говорят. Как может быть так быть? Вот тоже мы эти вопросы тоже должны поднимать, что бы мы ни делали, если вот этих людей, этих вот, как звонарей не будем вот так вот ставить как-то и выставлять их мнение, что оно не является ни в коем образом от чем мы здесь будем делать искать. От того, что они неграмотны или грамотны,
мы, которые это понимаем, ты, я или другие, должны это сказать. Да, многие неграмотно понимают, но надо сказать, что все начали понимать, о чем идет речь. Да? Да. Просто еще ты говоришь, скрыли лица, не показывают тебя, под ними, потом их Золкин называет журналистом, Твиттере называют журналистом, или путать. Америки и Запада Ну, я согласен. Западные страны не хотят, чтобы была стабилизация, чтобы мы могли мирно поддаваться диктатам. Это правильно. Россия и там можно продолжать и дойти до Индии, как говорил Жириновский, там по Индийскому океане мыть как бы. Помните вот это? Это правильно, да. Ливан правильно говорит, мы здесь согласны по этому. Друзья, пишите комментарии. Без признания государственных ЧРИ, ну, искать комментарии, потому что очень много спама идет, непонятно. Сегодня на Кавказе полный хаос, кризисы, полная дестабилизация. Вопрос, возможен ли какой-то порядок и стабилизация на Кавказе, в Чечне без признания Чеченской Республики Ичкерия, восстановления там законной власти. А наверное, вам вопрос. Я думаю, что невозможно. Без восстановления там легитимной власти, избранной нашим народом, в рамках современного международного права, какие бы там ни предлагали разные там восстановить и создать какие-то новые, значит, ну, скажем, государственное образование на этой территории, ничего невозможно сделать, потому что образование в любой территории, скажем, на любой территории, оно должно выйти из территории какого-то государства. А за этим следует даже из какого государства. То есть как будто бы мы уже являемся частью России и хотим построить государство, выйдя из... А о том, что деоккупировать надо нашу страну, они это умалчивают, понимаете? То есть здесь вот такая цепочка завязанная, которая говорит, да, мы вместе с грузинами тогда договорились, наши президенты, парламент, мы общались, говорили, и сейчас даже после этого мы много раз с ними даже разные меморандумы подписывали. Мы продолжаем эту работу и будем действовать дальше. Да, должен быть именно вот установлен мировой порядок, такой порядок, демократия, установление, значит, дипломатических отношений и отношений, дружеских отношений на Кавказе. Мы в целом за то, чтобы этот регион, он не был под пятой какой-нибудь там страны большой, которая был. Нам нужно объединить этот весь Кавказский регион, единую конфедерацию, чтобы мы могли там защищать свои территории и развиваться. Вот на примере, скажем, вот Швейцарии или на примере той же, скажем, Европейского Союза. Но это зависит от тех, скажем, условий, которые и решений, которые примут эти народы. Мы за то, чтобы эти все народы имели свои государства, образование. Мы за то, чтобы эти народы, которые не хотят этого иметь, чтобы они свободно развивались в
в составе другого государства, может быть, кавказского, язык, там, культуру, все, ну, как это положено, чтобы никаких не было препятствий, как это делают, скажем, в России или в другой имперской державе. Мы же знаем, что это происходит. Да, это так. Вот мы и вот такую позицию изменяли, когда мы говорили о Кавказском доме в 92 году, когда еще Гамсахурдия был у нас там, 8 нашего президента. Мы эти вещи обсуждали, говорили. И все те, которые сегодня, минуя эти вот решения, пытаются там принять, то они ходили раньше демократы были, сегодня они стали религиозными фанатиками и всякую там несут другую, как говорится, линию нам подсовывают. Это не пойдет, это не пройдет, потому что это решение есть народа. А решение народа не может быть преодолено какой-то группой там, каких угодно там деятелей, какими-то там идеями религиозными или нерелигиозными, или демократическими. Они должны быть строго в рамках, значит, международного права и нашей Конституции, которая соответствует международному праву. Вот эта увязка должна быть, и мы на это ориентируемся. И сейчас мы эту работу ведем, вот, и дальше вот будем продолжать. Сейчас все вопросы, которые возникают, вот, хорошо, что вот грузины есть здесь, мы их приветствуем, и мы будем и с другими, вот мы и с азербайджанцами, и с армянами имеем контакты. Мы будем и с ними говорить, с ними разговаривать. Но нам нужно как-то вот сблизить наши интересы. Мы должны, если хотим что-то там делать, должны именно на это, в первую очередь, эти народы, которые у нас на Кавказе находятся, они должны объединять свои усилия для того, чтобы это решать. Мы должны это делать общим голосом. Значит, общей там какой-нибудь резолюции, конференциям, меморандумом, выставлять это в международные организации, там, ООН, допустим, Совет Европы, ну, во все возможные инстанции, и работать в этом направлении надо. И мы вот думаю, что этого добьемся. Вот, у нас есть даже та группа, которая работает, скажем, польская такая группа «Солидарность», там тоже эти вопросы поднимаются, кстати. И в перспективе это правильное направление, в отличие от всех тех, которые нам навязывают некоторые деятели, которые в прошлом были, некоторые я знаю, они были как бы, значит, рука об руку шли в этой линии, а сегодня превратились в религиозных фанатиков, а другие были тогда тоже против нашего государства, работали на Кремль, и сегодня они продолжают эту работу делать в Украине и в других государствах, находясь там, изображая из себя деятелей нашего народа и представителями. Вот, кстати, вот эти вот люди, которые представлялись от имени чеченского народа, скажем, мы западные, они здесь, вот у меня здесь есть, они пишут, что они заявили, мы здоровые силы чеченской нации, интеллигентный и умный, и все такое мы. А где ваше лицо, господа? Умные и интеллигентные. Давайте покажитесь, давайте посмотрим. Они не хотят обсуждать, а хотят провести то, что им кажется важным. А надо это делать иначе. Давайте открыто делать, если вы уж говорите. Значит, если они скрывают свои лица, значит, они лукавят. Значит, это московская агентура. Мы можем так говорить. А что мы можем другое сказать, если они заявляют признание Украины, они считают непризнание. Понимаете? Вот эти вещи нельзя допускать, потому что это снизит уровень, значит, возможности решить наши проблемы с другими странами. Я уже говорил, мы эти письма и эти обращения, как и в Украине, еще тогда направили в Польшу, и в Балтийские страны, и в другие страны готовим, так? И теперь здесь вот такие появляются и скажут, вот они там вот признали, они вот чем занимаются, такое. Мы хотим заявить, не надо заявить, что это не имеет никакого отношения к нашей власти, к нашему народу, эти так называемые интеллигенты, в кавычках, от нашей нации, умные и все такое. Это не должно проходить, и мы должны это заявлять на всех уровнях.
не только в этом нашем стриме, но и в других местах, везде мы должны об этом говорить. Ну, вот так вот, Асан. Пожалуйста, если есть вопросы, будем давать. Друзья, я еще раз напоминаю вам, пишите ваши комментарии тут в чате, либо в телеграм-канале вы можете непосредственно принять участие, либо можете написать, я зачитаю ваши комментарии. Тут между собой общение идет, активное, причем, ну, говорят о чем угодно, но только лишь бы не по теме, чтобы говорили. Хотя есть кто-то и по теме говорит. Здесь вот часто я замечаю, к нам заходят армяне. Армяне, которые прозападные, которые прозападные, которые хотят выстраивать отношения с Америкой, с Западом и поняли, кто такая и что такая имперская Россия. Как вообще вы видите, вообще как Ичкерия смотрит на взаимоотношения с армянами, с Арменией? Можете комментировать эту ситуацию? Мы комментируем, мы сам с их некоторыми людьми общаемся, даже вот бывшими этими кандидатами в президенты, которые участвовали, которые там в этой борьбе были там и ранены, есть Павел Хачкян, там есть и другие. Мы с ними общаемся. Они на этой позиции, которую мы занимаем, они сами на этой позиции, они старые диссиденты, даже диссиденты сидели в тюрьмах. Они не совсем довольны той политикой, которую проводит сегодня, скажем, власть самой Армении. Но здесь вопросы, конечно, они должны решаться, и мы должны их в этом вопросе, в тех вопросах, которые они вот поднимают, они должны понимать нас, и мы их тоже понимаем. Мы как-то, значит, здесь имеем общую такую линию, которая могла бы нам в будущем быть полезна. Мы с ними общаемся, я хочу сказать. Вот есть люди конкретные, которые были во власти, которые близки к власти в Армении. Вот с ними мы общались и общаемся. Так что мы поддерживаем эту линию. Мы эту линию поддерживаем. По крайней мере, президиум, вот я говорю от имени президиума и наших людей, которые говорят, а я думаю, что другие наши члены президиума не будут против меня, но я так считаю, свое мнение говорю. Ну, мы как бы от президиума говорим. Да, мы с армянами в их вопросе, которые они поддерживают демократию, поддерживают против вот этих диктатур, мы, конечно, поддерживаем их. Нет ни сомнений нету. Когда еще в нашей власти, мы еще были там дома, там некоторые из них приезжали к нам, мы с ними общались от власти, мы с ними контактировали. Мы даже, значит, посылали в этот, когда там, ну, в общем, там были контакты, сейчас не буду все детали рассказывать, мы знакомы с ними, так что здесь могут в перспективе развиваться. А что такая ситуация? Здесь Георгиан пишет, ну, необходимо создать Кавказскую республику. Вот мы говорили про Кавказский дом, про Грузию, с которой мы, Джахар Дудаев, грузинский президент, Зиад Гамсахурдия, ну, и другие республики, ну, обсуждалось очень много. А Армения планировалась войти в этот Кавказский дом? Да, мы планировали, вообще-то приглашали всех, вплоть до того, что приглашали, значит, и казаки донские, приглашали вот это и вплоть до Астрахани, вот эти, даже Волгоградская область. Вот это все планировалось, вот это все сделать как бы Кавказом между двумя морями, знаете? То есть это Кавказский дом, как бы, знаете? Вот что планировалось, и развитие это имело большое значение, такая страна, если бы такая федерация создалась бы, да. Но это нужно сейчас вот против этого уступают эти люди, которые сегодня вот такие разговоры ведут там, вспоминая то, что невозможно сделать. Представляете? Все, что возможно делать сегодня, это возможно только на основе
тех решений, которые приняты в современном международном праве и реализованы. То есть те, которые значит, в современном международном праве после окончания Второй мировой войны, значит, образовано, там, создано, да? А то, что было прежде, допустим, да, об этих говорить нет, не приходится, потому что тогда нам придется думать о всех тех народах, которые были прежде и в Америке, и в Африке, и, представляете, и Австралии, все. Вопрос сейчас идет только о тех, скажем, решениях, которые принимаются в современном международном праве, которые приняты после окончания Второй мировой войны. И есть много принципов, мы знаем, принципы, значит, есть уставы, которые нам известны, ООН, так? И сейчас вот принцип права народного самоопределения, принцип нерушимости границ и другие. Это современное международное право, и на которого все вот эти страны согласились соблюдать, но где-то вот притираются, где-то идут. А вообще, чтобы выйти из него, допустим, как захватывать чужую территорию, нарушить ее границы, захватывать, это вообще запрещено в современном международном. А то, что делает сегодня Россия, это запрещено. А говорить о том, что вот мы там пойдем, то сделаем, и это сделаем, то, что было там, Кавказская республика сделана, то, что не было, так, сейчас. Или там сделан Горскую республику, или там, как вот сейчас сказал этот армянин, как он сказал, Кавказская республика. Да. Мы ее можем, это должно быть в рамках, значит, вот того, что у нас есть, и, соответственно, международным правом это надо делать, да. А мы с этим согласны, и в этом смысле развитие должно быть, как бы, значит, одобрено всеми. Здесь вот как раз армянский, ну или под ником армянского пессимиста говорит, что вот эти разные народы не смогут жить в одном государственном объединении. Что вы на это скажете? Я поэтому и сказал, кто хочет, да, он может образовать свои государственные структуры или может жить отдельно на этой территории, но с гарантией того, что не будут они преследоваться ни по национальному признаку, ни их язык, ни их культуру, наоборот, это все. То есть это то, что мы испытываем на себе, чтобы мы не делали отношения других, очень даже малочисленных, скажем, народов. Вот, допустим, в Дагестане было 80 народов, сейчас их стало меньше, говорят, как-то и скомпоновали, хотя разные языки. В каждой деревне там отдельный народ, разные языки, представляете? Поэтому здесь может быть или не может быть, но у нас вот наличие вот такой реальности нас подводит к тому, что мы должны думать, как это сделать. Но этот принцип должен быть, чтобы эти народы имели, значит, право развивать свой язык, чтобы они были, значит, свободны от всяких преследований политических там или каких-то других, чтобы они были равными гражданам этой страны. Это может быть им еще полезнее для таких малочисленных совсем народов. Правильно? Вот об этом речь только идет. Мы тогда это имели в виду и хотели этого. Да, конечно, жили в Советском Союзе эти народы. Почему же мы не сможем свободно жить вместе, если Да. Бред вообще. Да. Вот тут Питер Уоррен задает вопрос. После деоккупации какие будут взаимоотношения с Россией, имея опыт двух войн? Если Россия сохранится, мы будем с ними дружеские отношения строить, взаимовыгодно строить. Если она сохранится, скажем, в пределах той территории, которая у нее есть, если сохранится. Если она не сохранится, с теми, кто оттуда выйдет, с ними тоже будем дружеские отношения. Мы воинственные там или претензии не собираемся делать, кроме того, что нам положено. Положено, допустим, нам. Вот этот мы и этого и требуем сегодня. Значит, наше государство надо восстановить, и чтобы мы могли жить. А если будет этот
конфедерация, скажем, Кавказский дом. Можно мы ее иначе назовем, но да как сказано, Кавказский дом. Пусть оно так и будет, это же хорошо. Отличное название. Да. Историческое, причем два великих человека эти Да. Названо Жагар Дудаем и Гамсахурди вместе. Они это инициировали. Да. Это очень... Мне нравится. Мне все нравится. Так, American Free, я не против создания государства Кавказ. Конечно, я не против. Мы кавказская нация, и мы должны быть вместе. У нас общий менталитет, общая история, много чего общего. Так, дальше. Алейкум, гражданин Ичкерии, Чумель, всех я вас приветствую. Домитиев, вас тоже приветствую. В этом объединении какая будет валюта? Кто будет формировать международную политику? Вот вам такой вопрос, Аят. Но, видишь, какая будет валюта? Но вот на Западе были тоже разные валюты в каждой стране. Они вот сделали евро, а мы, может, сделаем валюту Кавказский дом, и все. Да, или Кавказия какой-нибудь. Да. Может быть, так сделаем. У каждого своя валюта должна быть, а потом, если что, объединение дальше пойдет в развитие, как Евросоюз, то можно ее изменять. Это от многих экономических еще вопросы, такие, знаете, которые важны. Да. Ну, это представляется, а это будет как наподобие Европейского Союза, что-то такое, как в конфедерации. Ну да, конечно, единым парламентом. Это имелось в виду, чтобы вот так вот, чтобы эти территории взять, во-первых, чтобы эти народы как бы объединились единым, значит, пространством, единой политикой и предоставлением свободы, которая полагается в демократии, вот, так, и жить в едином, как это, пространстве. Нам государство нужно для чего? Для того, чтобы сохранить свой народ. А здесь мы в этом едином этом пространстве всем народам можем предоставить возможность сохранить ее. Пусть это будут любые там народы, которые как себя называют, но можно это сохранить и все, дать им эту возможность, чтобы они на своем языке получили развитие свое. А для нас это только лучше, для тех, кто хочет жить свободно и развиваться. Ну вот Ливан тоже дополняет, говорит, по-моему, можно создать Кавказский союз наподобие Евросоюза. Это будет Кавказский наш дом, Кавказское государство. Да, и общая армия, наверное, тогда, да, наподобие? Или... Да, это было заложено как идея, вот я говорю, Кавказа как идея. Оно обговаривалось, значит, договаривались, там были встречи на уровне Грузии, Армении, Азербайджана, Чеченской республики. Были там встречи. Правда, Армения, по-моему, не приехала, а эти в Баку встречались, говорили, обсуждали, потом приезжали, уезжали. Это тогда процесс пошел, но так как война началась, и Кремль начал давить, ну, сами знаете, не до этого уже было, оно осталось только вот в такой проектном состоянии. Но идея это есть, и на нее будет ориентироваться. Окей, отлично. Так, друзья, я напоминаю, пишите активно, давайте. Тот, кто не находится в России. Кавказ без шовинистической России, они нам не нужны. Гитлер не зря говорил так. Ну, Гитлер такой же был, если что. Правда ли, что деньги чеченские, нахары, они есть? Да, это правда. Мы получили первые их, мы в руках держали эти деньги. Они должны были быть получены, но в связи с тем, и паспорта, и все это было уже изготовлено, мы должны были получить их, но вот эта война все как бы сорвала все. Были, да, были. А здесь сейчас вот на Западе разные самозванцы ездят, свои паспорта создают, но забыли, что
они создают паспорта, в которых герб не наш, представляете? У них там другой герб, это говорит, что это дилетантством занялись или какими там фантазиями. И от имени нашего государства... Или умышленно искажается? Ну, умышленно искажать, не знаю, может быть, искажает умышленно, если бы их кто-то признал. Это понятно, как они могут... Представьте себе сейчас, извините, герб Соединенных Штатов Америки. Это же целая война будет политическая, это будет целые огромные эти... Пока. А здесь вот эти вот ходят, многие даже флаг, на флаге, где прикрепляют герб, и там на гербе у них 9-конечные звезды вместо 5-конечных звезд, как принято нашим парламентом, все это отвергает. Это что такое? Или какие-то паспорта такие делают. Потом они придумают какие-то ордена, раздают разным бывшим политическим деятелям. Они их принимают и смеются, потихоньку ложат где-нибудь в кубышках сидят. А эти вот не хотят с ними не спорить ничего. Мы-то, которые являемся в этом, понимаем, мы должны эти вопросы поднимать. Мы думаем, что это должны поднять, скажем, там, украинцы или там, скажем, балтийские народы или европейские. Это мы должны поднимать и говорить, что эти люди занимаются, значит, подлогом. Они никакого отношения не имеют. Мы, правда, все это говорили, излагали документально, обоснованно. И когда нам нужно сейчас, вот это все было признано, Украина начала делать, вот тебе появились, которые говорят, вот не надо было признавать, одни появились, говорят, другие говорят, мы там то сделаем, мы придем там, как такое-то государство построим или это. То есть они хотят размыть то, что сделано нашим народом. А это кто им дал это право это делать и говорить, что никто им это право не дал. Это право только нашего народа в рамках современного международного права. Оно было реализовано, оно было создано государство и был, значит, принят даже государственный суверенитет нашего государства. А здесь вот нашлись, которые отрицают наш государственный суверенитет, хотят по-новому все это сделать. Это о чем говорит? Это говорит, что эти люди или не понимают, или работают на Кремль. Поэтому мы должны это понимать. И эти люди, которые этими вот отступничеством занимаются, они вредят и продвижению нашей, значит, линии по укреплению и признанию нашего государства и по освобождению нашего государства. Они вредят. Когда вот посмотрят, да они что делают, скажут. Это что такое? Мы должны говорить, кто есть кто. Вот в чем вопрос. Я думаю, что вот, которые сейчас здесь у нас вот сейчас вот мы собрались на стрим люди, они тоже должны по этому поводу высказать. Алла, вы что думаете про это? Вы на связи? Или другие, кто там есть? Пожалуйста, Муса, Диди, пожалуйста, скажите. Да. Согласна. Я на связи. Вы согласны? Да. Конечно. Ну, да, вот, согласен. видите, значит, Алла согласна то, чем мы говорим. Это у нас общая позиция, конечно. Но я хотел бы, чтобы это услышали и другие, потому что голос Аллы важен, как и другие голоса, которые Алла у нас вообще в этом вопросе наш человек, он знает, что делается и как это должно быть. Вот эти вещи у нас есть. Почему мы должны иначе? Почему мы должны прогибаться под них? Они здесь зацепили за собой, возят целый, как говорится, эшелон разных корреспондентов, то там, то в Италии, то где-то там, куда они привезли, и потом сюда выдают разные вещи, и люди думают, что это так. Нет, на самом деле это не так. Этому нельзя верить, потому что этим людям надо сказать, вот куда они... Покажите, обоснуйте ваши полномочия. У них никаких полномочий нету. И эти деятели, вот, которые здесь, вот, я говорю, мы, как они говорят, мы здоровые силы чеченской нации. Знаете? Здоровые силы с закрытыми глазами, закрытыми лицами и, значит, пытающиеся выступить от имени чеченского народа. Ну, выйдите, покажите, кто вы. Расскажите. Но мы говорим, что это, я уже говорил,
что с ними нельзя разговаривать, с ними не должен никто разговаривать, ни Золкин или другой, даже те, которые в какой-то степени, может, не понимать. Я должен сказать, когда раньше кто разговаривал, там Карпенко был, Аслан, кто, который... Да, Карпенко был. Да? Вот я хочу сказать еще тогда, что когда он как раз вел эту передачу, я ее услышал, и я сразу же, буквально через полчаса, наверное, позже я слушал, это Золкин. То Золкин был, то Золкин. Да? Этот же был, да, это Золкин был. Я отправил ему специальную статью, в котором все изложено. Отправил, если это был он. И он его, значит, он или кто там, они ее взяли, это, значит, убрали. Потом я второй раз отправил, они убрали. Поэтому, если я знал, что это он, я бы ему этот вопрос задал. Почему вы эту статью убрали? Он говорит, я, никогда там ни с каким там чеченцем не разговаривал, я не в курсе, я не понимаю всего того. Но он имел в виду это. Ну вот я прислал ему статью, которую мы отправили G20, когда собралась, значит, 20-ка мировых государств собралась, и там они обсуждали вопрос о принятии Международного военного трибунала в части того, чтобы они, значит, на этом трибунале решали вопрос по возмещению ущерба Украине. Но тогда мы, значит, разговаривали вот с польскими нашими друзьями и другими друзьями, говорили, и я тогда вот написал эту статью, и называется «Воссоздание чеченского государства 28 пунктов», где все изложено. Я эту статью ему отправил, а он, если это он, значит, он ее куда-то, значит, убрал сразу, хотя она висела в комментариях раз, два. Вот этот вопрос я ему задал бы, конечно. Может быть, я не думал, что это он, честно говоря. Так что вот мы должны так реагировать, я хочу сказать, да. Так, еще будут дополнения, комментарии от Аллы, от Аяда, от Мусы. Так, я согласен к этому. Ага. Все отлично. Я по всем этим пунктам. Латвии, Эстонии, всем, в общем, типа меморандумы написать, что их обвинить их. Все они просто абсолютно не имеют никакое право вот такое письмо сделать и отправить по всем. И можно написать тех людей еще. К примеру, да. Мутаева, ЗК и так далее. Вот так вот. Да, их здесь развелось много. И каждый себя, значит, изображает представитель, не имея никаких полномочий. Здесь вот целая группа, вот я как-то вот, по-моему, послал тебе, Аслан, не знаю, или другим посылал. Значит, они развели такую там, значит, тему, что якобы надо было на Западе провести выборы, да избрать парламент. Знаете, так? Что надо было да избрать парламент на Западе, что давайте здесь да изберем парламент, и парламент будет действовать. Но вообще это вообще смешные вещи, с одной стороны. С другой стороны, это дилетантство, где это видно, чтобы в период военного, значит, состояния, так, оккупации нашей страны, и мы здесь на Западе, допустим, будем избирать парламент, и парламент здесь создаться и будет действовать. С какой стати он действовать будет, если это неправомерно, если это нелогически, если это не правовое решение? Это если в Конституции сказано, что никакие выборы не проводятся после окончания, то есть с начала военных действий и до изгнания оккупанта с территории не могут проводиться никакие выборы власти, а власть остается та, которая была. Поэтому вот эти балтийские и другие страны, вот в соответствии с международным правом, они, эти люди, которые остались живы, они передали правопреемство своей власти, которая была избрана
через 50 с лишним лет и передали ее. А эти хотят новый парламент здесь собрать, здесь на удобных условиях, значит, здесь стать депутатом, здесь ездить. То есть вот такие вот дилетантские вещи. И эти статьи, кстати, которые они пишут, да, они порой пишут не сами, за них пишут вот эти агентуры российские, пишут эти статьи, а эти подписывают, что это они. Я по почерку, по стилю вижу тоже. И вот они вот это все раскручивают. Здесь вот такая вот идет, значит, российская пропаганда. То в одном месте они так говорят, в другом так, но в любом случае на выходе все в пользу Кремля. Вот что вопрос. Поэтому мы должны быть внимательны, понимать это все должны. Угу. Ясно. Возвращаясь к Кавказскому дому, вопрос тут был, мне тоже он очень важен. На каком языке будут говорить в Кавказском доме, Аят? Ну, в Кавказском доме будут и все языки должны быть, как бы, значит, обозначены, да? Об этом можно договориться. Договориться можно. Вот, допустим, в этом Швейцарии на каких языках они говорят? На французском, на немецком, на этом. Как только, допустим, по очереди они возглавляют эту страну, по очереди живут тут. Договориться можно. Это вопрос, ну, естественно, каждый хочет, чтобы там... Да? Я могу предложить. Да. Я считаю, что на английском, потому что был съезд молодых чеченцев в Европе, так, говорили на разных языках, но английский язык изучают в школе все. Английский язык все знают, поэтому я думаю, что международный язык является английский, и поэтому в данном случае тоже так лучше. Да, я тоже поддерживаю полностью. Да. Английский язык – это международный язык, он и интернет-язык, и все на нем говорят, конечно. Но английский язык это должен быть само собой для того, чтобы знать его всем. Это надо. А мы говорим за свои языки, чтобы они все были какие-то сохранены. Да. Обязательно. Языки нужно сохранить все. Если языков не будет, и народов не будет, это как раз один из важнейших моментов. Да, совершенно верно. Как будет формироваться руководство Объединенной Республики? Не получится ли так, что такую серьезную власть получат люди, находящиеся под влиянием Кремля, говорит Дометиев, задает вопрос. Это немножко не отношение не к Кавказскому дому, имеется в виду о Чеченской Республике Ичкерия речь идет. Формироваться руководство Объединенной или же... Или, может, он имеет в виду Кавказский дом, Дометиев, да, вы имеете? Объединенный, да, наверное, Кавказский дом он имеет. Ну, как это будет формироваться, мы же знаем сегодня, кто у нас работает на Кремле, мы примерно знаем. Мы не только по документам, но и по походке их понимаем, по их высказываниям, по их настроениям, по их общениям. Мы знаем, кто есть кто, и поэтому мы должны вот строго за этим следить. Это очень важный момент, который вот он задал. Конечно, именно это должно учитываться. Это не так просто взял, вот создали, давай, ты будешь. Как ты? Мы должны знать, кто из них в этом отношении является твердым сторонником этой линии. Если он сходит с этой линии, то ему должно быть такое условие в самой стране и в Конституции, что сразу ему предъявляются претензии, и он может быть в какой-то степени временно отстранен, или его решения могут быть аннулированы. Но здесь вот такое. Кстати, у нас вот в Конституции прямо там сказано в первой главе, что в случае, если все решения, принимаемые любыми должностными лицами или любыми ветвями власти в нашей стране, и если они противоречат нашей Конституции, то они автоматически имеют юридическую силу. Вот и все. Понимаете? У нас это есть. То автоматически все решения, которые они приняли, если они противоречат Конституции, они автоматически становятся, не имеют юридической силы,
не применяется судом и не обязывает граждан. Прям записано. А это очень важно. У нас очень важно и очень хорошая конституция. Хотя многие ее пытаются критиковать, она им не нравится, потому что для них она недоступна, но своим поведением этим они хотят что-то изменить, она им не нравится. Вот, допустим, многие не знают, что, допустим, вот эта команда, они в 99 году, вот Закаев там возглавлял через свой театр, там, возглавлял специально, значит, шариатскую конституцию разрабатывал. Потом он перешел на демократию. Потом он, значит, снова ушел в этот Кавказский Эмират, с ними там в их группе был. Так? Потом оттуда вышел, сказал, я демократ в 2007 году, обвинив действующего президента в том, чем он не был. А теперь через 10 лет он говорит, что я там перешел на шариат и сунну. То есть они вот так мечутся туда-сюда. Это я только за него говорю. А за другие тоже так себя ведут. И мы должны знать, кто есть кто. Мы должны понимать это все. Только так можно что-то делать. То есть мы должны держаться строго рамок тех, через которые нас хотят изобличить и сказать, что мы не имели права свое государство создать, и что наше государство незаконно. Кто хочет сказать, это избивает нас, нашей основы конституционной. Пытается сбить. Мы этого не должны допустить. Я хочу дополнить. Пожалуйста, Алла. Вопрос был, кто будет во главе Кавказского дома. Я считаю, что во главе Кавказского дома должен быть объединенный совет всех республик, входящих в Кавказский дом, и выбранные лица от правительства каждой республики, может быть, собираться раз в месяц этот совет Кавказского дома, или в зависимости от ситуации. Но, насколько мне помнится, Кавказский дом в случае экстренных ситуаций, например, если начало войны или так далее, тогда, конечно, это будет гораздо чаще, и активные силы будут воевать все вместе от имени Кавказского дома. Но, да, хорошее предложение, да. Править Кавказским домом. Да, Алла, вы правильно говорите. А еще, да, извините, говорите. Говорите, Алла. Ну, объединенный совет, может быть, собираться будет раз в месяц или раз в неделю, это в зависимости от времени и от того, что будет происходить. Если будет какая-то экстренная ситуация, то, может быть, будут снова собираться. Ну, в общем, там будет видно. Как Европарламент, получается, да? Нет, Европарламент, может быть, Европарламент пока что он не такой орган, который, он только рекомендательный все равно до сих пор. Алла, знаете что? Раз мы здесь в диалог вступили, вот, допустим, правительство, кабинет министров должен каждый раз, допустим, как вот в Швейцарии, там меняется через год один, потом другой кантон, потом другой кантон. А общий вот такой совет, как вы говорите, он вполне это может быть, который над всем этим наблюдает. Вот так и все, да? Может так, да. Вы так предлагаете, я думаю, так, да? Примерно. Да, на постоянной действующей основе. Да, конечно. Это есть такие решения, да. Так что нам нужно сейчас решать вопросы деоккупации нашей страны, а для этого нужно нам вот эти все отбросы, мнения отбросы, которые мешают нам эти мнения, и для того, чтобы наше государство было здесь признано другими странами, вот здесь и мешают нам, чтобы наше государство было признано. Вот эти люди, которые делают заявления и выставляют себя каким-то деятелем. Эти все разговоры нам не нужны. Они это ссылаются там на разные идеи. Все эти идеи, какие бы они ни были, они хотят привнести их в этот мир, утверждая, что это загробное решение. Знаете, что это, мол, религиозное или какое-то другое. Нет, никакое это. Мы должны решать эти вопросы. Они мешают признанию, они мешают этим людям
нам объединиться. Мы много раз предлагали президиуму, давайте объединимся на одной основе. В каком смысле? Объединимся в поддержку легитимной власти нашей, которая есть у нас, для того, чтобы ее признали, а затем, когда мы будем освобождать свою страну, как это делали, скажем, другие страны, которые вот Восточный Тимор и другие, которые были в Африке. Так это после решения этого эти ООН и другие страны поддерживали, и в конечном итоге целая группа людей они выбирали. Я помню людей, я даже знаю имена этих людей, которые занимались этой политикой и везде, и там, и здесь, и в Европе, у них там. И, допустим, в Джакарту ездили для освобождения Восточного Тимора. Здесь, там бывали. То есть они эту политическую работу вели. Нам иначе тоже не удастся это сделать. Так, чтобы взять сейчас в этой ситуации, там, зайти туда с Россией, держаться, или там это нам не удастся, надо решить вопрос, чтобы Украина победила, это важно для нас. И дальше надо, значит, чтобы признание сейчас, пока это есть возможность, работать над признанием нашего государства в этих странах европейских, даже по всему миру, кто признает нас. Это для нас большой ресурс будет. А эти, кто противится этому, надо их вот разоблачать, что они вот такие вот мешалки, которые мешают нам и в пользу Кремля. Вот и все. Как будто бы я говорю все, но это очень важный момент. Так, друзья, если есть вопросы, задавайте по теме желательно. Очень интересно разворачивается у нас диалог. Так, здесь школа, дети отстают именно из-за того, что так. Кубань, Сочи, Ставрополь, Каспийск, низменность, это все были чеченские земли. Исконно до прихода Чингисхана, татаро-монголов, черкесы, адыги были в составе войск татаро-монгол, и они осели на эти... Ну, это уже история, я не знаю, насколько это... Это провокационный вопрос. Они были когда-то. Может быть, там история еще раньше была по-иному. Еще раньше было по-иному, так? До этого вообще все миграция людей, понимаете, как нам известно, с Африки пошли на Кавказ, с Кавказа пошли, скажем, на Дальний Восток, в Америку, через этот маленький перешеек, там, оттуда пошли на Запад. Это вся история нам известна. Весь мир, сколько человечества, они постоянно, народы мигрируют. И поэтому сейчас вот эти вопросы поднять, это вопрос, кто он поднял, я не знаю, это вопрос для того, чтобы запутать нас, потому что знать, что ответ на него нету, его не решить сейчас. Мы должны решать вопросы в рамках современного международного права. Вот в чем вопрос. Это мы должны себе усвоить. Да, совершенно верно. Нужно исходить не из того, что было, а то, да, что уже есть. Да, принято это право, которое есть у нас сейчас. А уже дальше, там, вследствие эволюции, перспективы, там, через 50, 100, 200 лет, это уже само собой, мы уже, другие будут эти вопросы решать. Мы сейчас закладываем те принципы и основы, которые у нас есть, и которые мы можем реализовать. На это надо смотреть. В историческом плане, может быть, эти вещи говорить можно, но сейчас это как бы не решает нашу проблему, а наоборот там делает там какой-то отход от темы, скажем так, мягко. Да, главное сейчас признание государственности Ичкерии, а потом дело техники, говорит Ливан Кочарава, Вива Ичкерия, Вива Кавказ, и я добавлю Вива Грузия, Ливан. В сельских школах дети отстают от предметов именно из-за того, что плохо владеют русским языком. И чтобы это исправить, надо вести предметы на чеченском. А то чеченцы окончательно обрусеют. Что вы скажете? Как сказать, обрусеют? Дело в том, что в чеченских семьях все говорят на чеченском языке. Это уже точно. А это почему? Потому что
Я вот помню по своей семье. Правда, у нас разные диалекты, в разных местах диалект, несколько диалектов у нас, но независимо от этого, это язык один, который, и они все говорят. И если они не говорят на своем языке, то их почти не считают за чеченцев. Это однозначно. Поэтому всяких, кто хочет. А в других местах где-то то уехали, приехали, забыли это. И приехали, если он говорит, что я чеченец, над ним смеются. Какой-то чеченец. Такие вещи у нас примерно, это менталитет такой. У нас такой вот есть, ну скажем, адаты такие есть. Поэтому, конечно, вот то, что ты сейчас задал вопрос, это возможно, что такое направление действует. Это Москва действует. Они же отменили языки. Вот недавно, года 2, по-моему, назад, Путин или 3, они отменили все эти языки в разных республиках. Они отменили этих президентов, отменили. Они то есть все подводят снова под великий русский народ. А великий русский народ кто такой? Что такое? Здесь есть народы, которые еще как-то неизвестно было, что такое великий русский народ, которые существовали много тысяч лет назад и свои языки имели, и свои корни имели. Я помню, здесь разного рода народы об этом высказывались, но это империя сегодня действует. Вот в чем дело-то. Мгм. Мы свое мнение говорим по этому вопросу сейчас. Вот и все. Пока что. Да. И самое главное по поводу языка. Сейчас Google, как мы знаем, уже окончательно сигналы Да, уже есть. были полгода Да, как были, а сейчас уже Google окончательно. И сейчас он будет еще улучшаться, потому что иногда не очень да. качественно. В И Гугле все есть будет. уже чеченский язык. Пожалуйста, может войти, перевести на чеченский язык любой документ, любую статью. Да. Пожалуйста. И скоро он будет как в искусственном интеллекте, вы сможете разговаривать с искусственным интеллектом на чеченском языке. Так что все нормально, нас не забыли американцы, и Google нас не забыл. Отлично все. И Да. всем антисемитам напоминаю, что первый человек, который спас нас, можно сказать, ввел нас его в электронном виде, это Сергей Брин, который является этническим евреем из Украины и гражданином Америки. Так что на всякий случай, чтобы не забывали, пока вы тут занимаетесь антисемитизмом. Так, Но еще, друзья, антисемитизмом занимаются не все, но только тем, кто занимается этим, так скажем. да, конечно. Потому что евреи, когда нас выслали, евреи, кстати говоря, все, что было у нас отнято, там передавали другим, что они, они все вернули, сохранили нашему народу. Когда ссылки мы вернулись. Это знают наши чеченцы, знают. Да. Да. Здесь чеченцы Кавказ построили, говорит, а украинцы море ложками выкопали. Это такой прикол, видимо. Но это, видимо, когда украинцы копали море ложками, Черное море, они нам накопали на Кавказские горы. Так. Когда Голодомор был, тогда много украинцев были на Кавказе. Очень, да. Можешь рассказать, Муса, об этом более детально, подробно об этом, как украинцы получали приют у нас? Потому что очень много. У нас в Катырюрте очень есть семьи, оставшиеся с тех пор украинцы. В других местах, в каждом населенном пункте их принимали. Можешь рассказать какой-нибудь случай? Примерно я не знаю, но единственное, я знаю, что очень много было. Ну и чеченцы их принимали, жалели, сердцем жалели, в общем. Ну, у нас вообще принято было принимать гостей. Ну, я могу один пример сказать. Вот у меня есть один пример, Муса. Пожалуйста. Когда я был, мы в Казахстане жили, но мне было, я еще в школу не ходил. Рядом с нами жили, семья одна жила, чеченская.
Его звали Паша, а мать, я сейчас забыл звать, отца у них, он там погиб на фронте, все это. Они были высланы, как и мы. А эта мать была украинка. И он, вот они чеченцы, вот они вот были все высланы вместе. Вот этот Паша, такой хороший человек, помню. Но он был дядькой для меня, уже взрослый, все такое. Вот представьте себе, с каких это годов они когда тогда Голодомор был в 30-х годах, они приехали, всех уже в 44-м году, для меня он как, дядька был, сколько ему это, ну, уже лет, по-моему, ему 20-25 было, а мать у него украинка была, чисто на чеченском говорил, я даже не знал. Потом мы и другие там были семьи. Вот примерно. Пожалуйста. Ну, я-то маленький был, по рассказам стариков узнаю, как украинцев Голодомором, чтобы были много даже в гостях у нас. Там я не видел. Да, много. Было. Да. У нас в Катарюрте тоже есть, знаю, просто не буду называть имен, фамилий, несколько человек, которые остались, женились. И один у нас человек там есть, я не знаю, можно ли это говорить. Нет, он когда на кого-то разозлился, он говорил, или его родителей, что ли, приняли чеченцы, украинцы, вот когда Голодомор был. И он, когда ругался, он ругался на свою жену, на ее тейп, и на всех чеченцев, которые приняли его родители, когда он на кого-то обидится за то, что, ну, по-чеченски, он украинского, наверное, уже не знает. И вот все смеялись с этого, как он ругается на нас, на всех. И на родственников своей жены, на тейп своей жены тоже он иногда мог поругаться. А такие вещи бывают. Так, давайте еще тут, если есть вопросы. У нас сейчас, Асан, в Аджаре, Батуми, сильно меняется демографическая картина. Русские открывают офисы, покупают дома, гостиницы, свой бизнес. Эта КГБшная власть у нас бездействует, к сожалению, говорит. Да, кстати говоря, я наблюдаю, как последние 2 дня, по-моему, я наблюдаю, как в Абхазии происходит, куда там 100 тысяч русских хотят заселить колонистов и так далее. Не знаю, насколько это соответствует действительности, но что у вас там происходит, пока очень... Откуда они взяли 100 тысяч русских? Может, они с Украины завозят там кого-то, потому что откуда еще? Нет, с Украины они не будут завозить. Они будут завозить их для того, чтобы Россия... Целая политика. Это политика. Расселить их там. Много приехало призывников. Приехала в Грузию, особенно в Грузию, и спасаясь от этих... И много в Турцию, кстати, тоже приехало, из России тоже. Спасаясь от призыва в армию. Из Казахстана много приехало тоже наших ребят, которые... Да, может быть, да. Войны в Украине. Может быть так. Ну что, уже 2 часа мы говорим, Аслан. Да, можно уже закругляться, Аят, если... Да, если нет вопросов, закончим сегодня. Наверное, в следующий раз оставим то, чтобы можно было говорить. Что... Если вопросов нет, тогда давайте. Да, больше вопросов не вижу. Да, давайте тогда закончим. Спасибо всем, друзья. Сегодня был очень разнообразный, интересный у нас стрим. Спасибо всем, кто участвовал, нашему президиуму правительства, всем, кто задавал вопросы, всем, кто отвечал. Мусе, Аяду, Алли Дудаевой, вдове Джохара Дудаева. Спасибо вам всем большое. До встречи, до следующего стрима, который состоится на чеченском языке во вторник, а по субботам, как обычно, на русском языке. Всем
Всех приветствую. Спасибо нашему ведущему Аслану Да, Артемову. спасибо. Спасибо. Спасибо, Алла, большое. Адикёль, Маш Оль, всего хорошего. До свидания, друзья. До свидания. До свидания. Дер Малшевщина. Дейрейс.